Ну, поехали. Что нам скажет нижний участок? Нижний участок. А нижний участок что-то там есть. Так, это дохлый живец. И там что-то еще есть. Налимчик. Язёчек и налимчик небольшой. Так, хорош. Стоп. Так, тебе ведро. С тобой-то что делать? Заглотил? Ну, оставайся тогда вместо живца. Язёчек. Хоть вы иногда радуете, блин. Но здесь на малька вон, язь уже помельче. Стандартные яськи. Там-то на нарезку крупные бахали. Так я сейчас вот сижу, проверяю и думаю, почему не клюет. Я уже не первый год занимаюсь такой рыбалкой и замечал, что если поздний ледостав, то такая хрень не получается. Хорошо у нас клюет в ноябре. А так, речка недавно замерзла, я пару штук успел поймать и все. В декабре почему-то на Печоре никогда не клевало. Мелочь клюет, крупный куда-то уходит. Возможно, из-за этого. Но мы не теряем надежды. Будем продолжать искать способы поймать этого хитрого налима. Пока у нас получается только язь, но налим все равно будет. А мы не унываем, язя мы достаем. Вот язечек, иди сюда, мой дружочек. Третий. О, этот бы не сошел, хотя кто его знает. Ну вот, внутреннюю сторону проверили. 3 язя и мелкий налимчик. Теперь пойдем ближе к середине, которую выставили чуть позже, после ледостава. Там надежды больше. Надо представлять, как-то найти время и переставить на правый берег. Так. Ну давай, ловитесь. Ловитесь. Так, 2 палки у нас уплыло. Не успела прихватить, видать, лунки. То ли кто-то попал, додернул. Так, здесь что-то идет. Здесь что-то идет. Налимчик. Вижу налима. Вот такой вот небольшой налимчик. Небольшой. И для живца его не оставить. И заглотил. Хорошо. Так что пойдешь сюда. О, окунь живой. Малька нету. Окушка никто
На окушка никто не позарился. Понятно. Значит, надо переставляться. Налима здесь нет. Так, натяжечка есть. Так. Ух ты. Уснул, что ли? Нет, жабрами шевелит. Налимчик попал около килограмма. И уснул за 2 дня. Ничего страшного. Он на какой крючок большой попался. Возможно, на окуня. О, на 2. О, вон точно на окуня. Вон с желудка торчит окунь. Заглотил окушка, которого я насаживал. Он и второй. На 2 крючка, в общем, попал. Проглотил 2 крючка. И конкретно. И подавился. Вот он. Короче, съел и малька, и окушка, что я насаживал. Вот такой вот налимчик. Значит, жрете вы окуней-то, блин. Говорят, еще на окуня не ловится. Как видите, ловится. Ловится, блин. Столько надежды было на этот участок. Скоро уже он закончится. Только вот первый налим. 2 еще небольших и 3 азиат. Ну, 6 штук. Там 6 штук было, пол-ведра почти. И здесь 6 штук на донышке. Такая вот разница. Запутал-то запутал. Ладно. Распутаем. Так, здесь у нас тоже натяжка есть. Кто-то дергает. Язёк, наверное. Ага. Ух ты, еле-еле зацепился. Чуть было не ушел. Но не ушел. Так, это получается 4-й язь. Молодец, хороший. Молодец, что не ушел. Ну вот, потихонечку начало расти. А то вообще уже... Не, на этом участке всегда что-то да что-то есть. Оттуда точно переставлять 100% надо. А завтра еще посмотрим на свежих мальков, что попадет. И уже будем решать, куда ставить. Так, ну что. А здесь есть что-нибудь? Нет? А здесь ничего нет. GoPro. О, окуня съели. Так, что-то есть. Опа. Аккуратней. Аккуратней. Язёчек. Дружочек. Ну вот. Под конец хоть что-то. Вот такой вот улов у нас
На нижнем участке один налимчик около килограмма где-то. Раз, два, три, четыре, 5 язей. И 2 мелких налима. Ну, не густо, но и не пусто. Там 6 язей. Здесь 5 язей. 11 язей. 3 налима. Посмотрим, что завтрашний день даст. А там уже будем смотреть, что и как. Ну а теперь поехали в избу. Туда я не поеду. На нижний, где поставили 7 палок, потому что был снег за эти 2 дня. Буранки не видать, а там полыня на полыне, очень опасно. Это дело надо делать по-светлому. Так что рисковать не стоит, оно того не стоит. Лучше с утра по темноте попробуем где-то ершей половить. Ну, а как будет светло, поедем на нижний участок. А теперь в избушку. Поехали. Ну вот, как-то так выглядит общий улов сегодняшний. Это 11 язей и 3 налима. Нормально, я считаю, нормально. На удочку столько не поймать. Ну, можно, конечно, если клюет, но сложно. Вот такая вот картина, вот такие итоги сегодняшнего дня. Так, смотрим, что у нас с температурой 17 градусов. Потихонечку падает. Ну, и нам осталось растопить печь, приготовить ужин, поужинать и баю-баюшки-баю. Пошли в избу. Мы это сегодня заслужили. Вы слышите, как шкварчит жареная картошка с лучком. Ах, вкусняшка. Рыбка, вон. Вы меня спрашивали, что я делаю с язем. Так вот, этот язь, кстати, еще весенний. Приятного аппетита, кто кушает. Время уже 22:45. Приехал я, конечно, с проверки час назад где-то, наверное. Даже больше часа. Полтора назад. Где-то в начале 10-го. Минут 15-10, наверное. Просто завел пилу и немножко заготовил дров, потому что запас дров есть. Сушняка, сырого, но запас пусть остается запасом. А я заготовил более большой запас, скажем так. Так, ну что, всем приятного аппетита. И давайте поужинаем, что ли. О, спина сегодня у меня устала, подолбил, померз. Намерзся, так сказать. Можно теперь, вот теперь можно не одну стопочку, а стопочки 3. И нормально. Изба протопилась, тепленькая. Вон, как вы видите, я уже в футболке. Ну и всем приятного аппетита. За вас, друзья. За нас сегодня один. Сам на сам, с тренером. Бам. Ну ничего. Раньше я частенько один ходил. Можно сказать, даже постоянно. Когда не было ни снегохода, буксировщика. Когда не было машины. Ну, машина была уже, когда буксировщика не было. Доезжал до центральной дороги и там на лыжи и по лыжне. Пешочком. Ох. Сейчас уже, наверное, я не знаю. Не те силы уже. Ну, глаза боятся, руки делают.
Кто-то говорит, а зачем вы запиваете туда-сюда? Если бы он был градусов 40, может быть, я не запивал. Больше полтинника, так что лучше запивать. Так, коротко об этой рыбе. Эта рыба, кто еще не знает, поймана была весной, где-то, наверное, в мае месяце. Затем она у меня где-то около 2 месяцев солилась в кровяном рассоле. Ну, кровь я не вымываю. В леднике, обязательно в леднике. И соль, пропорция на 20-литровое ведро рыбы, килограмм соли. Даже может быть чуть меньше можно. В леднике она не испортится, а потихоньку доходит. И мясо получается не белое, а красноватое. Вот. Но потом, когда снега становится меньше и рыба уже дошла, я просто достаю и по 2-3 рыбки складываю в целлофановые пакеты и в морозильную камеру. И все. Можно до следующего сезона, до следующей весны достал, разморозил, почистил. Засаливаю я вместе с чешуей. Чищу буквально перед употреблением. Вот эту рыбу я почистил, вернее не я, а супруга моя почистила вчера вечером. Вчера ездили в родную деревню Покчу. У матери было день смерти. На могилку ездили. 4 года уже нет моей мамы. Конечно, очень не хватает. 4 года назад в это время я находился в командировке на Кавказе. Мамочка моя так и не дождалась сына, чтобы попрощаться. Болезнь сломала ее. 4 дня. 4 дня оставалось до конца командировки. Когда поступил звонок, сестра сказала мне, что моей мамы больше нет. Буквально вечером 8-го мы еще говорили по телефону. Мама говорит, что плохо чувствует. Я как мог подбадривал ее. Говорю, мам, немножко осталось. 4 дня и мы сядем в поезд. Через неделю будем дома. Но, видать, было так суждено. Это спасибо еще отцам-командирам, что как-то они вошли в положение, как-то через министерство, через управление связались там в Ханкале, здесь с министерством, с министром МВД. В общем, досрочно на 4 дня раньше меня отпустили с командировки, чтобы похоронить. Говорю, что потом приедешь? Чтобы приехать, чтобы сесть в поезд. Короче, там сделали так, что на 4 дня меньше командировки было у меня. Печально, конечно, вспоминать это все. Но хоть дали последний путь проводить. И то, если бы я сел в поезд, то все, я бы даже попрощаться не успел. Вот такая вот грустная история. Так, я отошел от темы. Вот. Приехали мы в деревню вчера. Сходили на могилку.
Вот этот язь у меня лежал в морозильной камере. Я говорю, все, пора везти его в Троицк. Загрузили целый мешок, ну, в замороженном виде, конечно. Выключили морозильную камеру. Попробовал вчера. Как будто вот я только с ледника достал. Вообще сохраняется идеально, просто идеально. И вкус, вот свежепросольная рыба очень сильно отличается вот именно от такой. Она от того, что типа маринад получается, мелкие кости не чувствуются, крупные хорошо отходят, рыба мягкая, в то же время не пересоленная. В общем, вкусняшка. Я когда зимой достану вечерком, обычно вечером, вот так вот, 2-3 кусочка. Если небольшой язь, за один присест. Если крупный язь, за 2. Мои-то как бы стараются есть свежепросольную рыбу, то что я зимой ловлю. А мне вот хочется вот именно вот такого посола для разнообразия. Есть своя изюминка вот в таком рассоле. Я балдею. Помню, когда в Ухте работал, приеду на побывку домой на день-два, наготовить всего. Салаты, не салаты, поджарка, не поджарка, там-то. Я говорю, а есть картошечка? А язык есть? Ей так обидно было, говорит, ну ёшкин кот, говорит, я всего наготовила. Стол ломится, а я съем кусочек язя, съем картошечки, в мундире даже бывают обжаренные. И все, я успокоился, я все, у меня как бы вот так вот. Так что, так, кто говорит, я сорная рыба, ну, я уже, конечно, устал это говорить, но я просто буду спорить очень долго, что я в любом виде хорош. И как бы там не пытались унизить свойства язя там и засмеять там, вот на язя там ловишь. Язю я очень рад. И как вы видите, опять я взял на рыбалку рыбу. И с удовольствием ее ем. Вот. И с удовольствием могу позволить себе еще пару чашечек. Потому что это круто. В лесной избе слушать, как потрескивает печка. Бывает, когда ветер даже скрипят деревья, все такое. Это прекрасно. Я говорю, я уже где-то, грубо говоря, лет 15, наверное, я вот так вот, как начал ходить на зимние рыбалки, ночевать в избушках. И все. Мне это очень понравилось и до сих пор. Правда, тяжело. Ну, что теперь? Если труд приносит удовольствие, то это здорово. Любая работа должна приносить удовольствие и душевное, так сказать, удовлетворение от того, что ты делаешь. А если тебе эта работа или, так сказать, занятие не нравится, в тягость, то это, конечно, плохо. Так что то, что я сейчас делаю, мне это в радость. Пусть даже и один, ничего страшного. Я уже построил планы на завтра. Завтра я поеду на тот участок, куда я сегодня не доехал, потому что замело все снегом, и полынью какую-нибудь в темноте залезть, просто так, чтобы потонуть, у меня никакого желания нет. Завтра днем будет светло, я посмотрю, что, где, как.
пройду с пешней по опасным местам. И поеду посмотрю. Проверю эти 7 палок. Посмотрю результаты, как там они сработали. И уже исходя от этого нарисую общую картину. Проверю вот эти 2 участка, которые я сегодня проверил, как тут сработали. И те палки, которые уже не работают, пожалуй, я сниму, чтобы на следующий раз не надо было долбить, а сразу переставить. Или вырубить подлиннее палки на глубину. В общем, будем заниматься, все равно мы найдем этого язя. Вот, язя. Все равно мы найдем этого налима. Если есть рыба, если есть картошка, ну хлеб, конечно, то считай, ужин у тебя уже есть. Рыба поймана своими руками, картошка выращена своими руками, на хлебушек пенсии хватает. Вот почему еще говорят, да, вот, а почему ты не работаешь, ты же еще как бы, ну да, я сейчас на пенсии по выслуге лет, да, получается. Многие мои бывшие коллеги, ныне пенсионеры, говорят, тебе что, хватает старшинской пенсии? Я именно в звании старшины увольнялся. Когда я работал в Ухте, я получал что-то 42, 44, наверное, ну где-то так, 42-44 тысячи, и мне денег не хватало, потому что снимал жилье, это раз, бензин, постоянные поездки домой, это два котла, что дома, что здесь, это 3, и что-то где-то постоянно супруге приходилось занимать, то у матери, то еще у кого-то. Сейчас, слава богу, мы денег не занимаем. Получается, то, что я на пенсии, у меня свободного времени больше. И, получается, я могу сам заготовить те продукты, которые надо будет покупать. Та же рыба, тоже мясо. Ну и чисто для меня, я повторюсь, вот рыба, картошка неприхотливая, ну мясо, конечно, да. Мне вот не надо там колбасы, вот сыр я вообще не ем. Так что нормально. Лишь бы ничего не ломалось в технике. Вот когда что-то ломается, там стиральная машина, допустим, или с машины автомобиль сломается, там да. Какую-то запчасть купить, это уже чувствуется, да. А так нормально. Что я еще хотел сказать насчет комментариев. Сегодня вот утром перед отъездом как бы прочитал комментарий от Сергея Башко, товарищ мой из Донбасса. Он видит, что на комментарий к последнему ролику ответил, а на предыдущие 10 нет. И так, типа упрека сказал, что Геннадий, говорит, ты забил, говорит, болт. Я так старался, так старался. Да не забил я, Серега. Сказал уже и написал. Будет интернет в рыбацкой избе здесь. Времени у меня
более-менее хватает. Часа 2-3 могу даже уделить на ответы на комментарии. Это получается каждый день я могу на 2-3 ролика. Потихоньку догоню. Не знаю, как будет дальше, но пока у меня... Ну, весной также было отставание, да, на продольнике там, потому что ролики выходили часто. Времени было мало. Тоже и выпускал с опозданием, отвечал с опозданием. Но потихоньку. Бывало по 5-6 часов чисто на комментарии ночью отвечал. Так что вы не думайте, что я не читаю ваши комментарии. Все комментарии будут прочтены и дам ответ. Так, ну что? В общем, один есть один. Песни петь сегодня навряд ли будем. Устал. Сейчас ДМ. Попью Чайковского. Расправлю матрасы. Они сейчас уже подсохли. Они, в принципе, и так сухие были. Просто согрелись. Вот они висят. Печка уже топится давно. Прогрелись. Постелю. И буду отдыхать. Поверьте, это лучший отдых. Не нужны мне никакие курорты, моря, там, санатории. Может быть, конечно, в санатории-то надо съездить, спину, скажем, полечить. Вот побаливает уже. Ничего страшного. Природа вылечит. Ну что, давайте прощаться. Сильно затягивать сегодня не будем. Время уже 12 час, 6 минут 12. День сегодня удался, был трудовой. И несмотря на то, что выехали поздно, много чего успели. И самое главное, завтра с утра не надо уже будет выезжать, а я уже буду здесь на месте. А ведь была такая мысль, когда выезжал. Ну что там на ночь выезжать? Ну, смотрите. Вся рыба была живая, а один налим-то был уже уснувший. То есть, если бы я приехал завтра, он был бы уже испорчен. Так что, если поставил снасти, будь добр, проверяй. Ну и надо, конечно, дома побыть день, 2, 3. Но не больше. Я ничего не говорю. Ну да, если испортится, рыба не пропадет. Есть едоки. Вот тот же кот, та же собака. Но рыбу тушить не надо. Им и так достается. Вон сейчас последней рыбалки целую 8-литровую кастрюлю сварили голов, внутренностей, хвостов. У меня пес уже вот такой стал. Вот. Почему я не беру собаку с собой, может, спросите? Отвечу. Не беру, потому что здесь везде и всюду стоят капканы на волков, на выдру, не считая мелких, там куница, норка. Просто стоят, я знаю, мощные капканы, петли на зайца. И не дай бог мой пес попадется в этот капкан, мне будет просто жалко. Это раз. Во-вторых, бродят волки рядом. Рядом с поселком, в поселке, я уже говорил вам. И мой пес, если будет рядом с избой и волки подойдут, они просто порвут его, а в избу я собаку не имею такой привычки и никому не советую заводить собаку в избу. Вот. Когда мы будем ездить на лесные ручьи уже, после Нового года, вот там другое дело. Там можно будет уже взять. Там в глухой тайге капканов нет, а здесь поблизости деревни я точно знаю, что кругом и рядом везде, сплошь и рядом одни капканы.
на зайцев, на волков и так далее. Так, ну что, мы ужинаем. А с вами давайте прощаться. Скучный ужин сегодня у нас. Ну что теперь? Что есть, то есть. Встречаемся завтра. И надеюсь, завтрашний день будет интереснее, чем сегодняшний. До завтра, друзья. До встречи на канале Коми Рыбак.